Меня зовут Иван Троев, я директор Арктического инновационного центра, по совместительству являюсь научным сотрудником лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Вот. Ну, вообще сам занимаюсь медицинскими биотехнологиями, да, по своей, получается, специализации, да, вот, провожу исследования преимущественно в лаборатории, да, вот, и по основной работе отвечаю за вообще в целом трансфер технологий, разработок, интеллектуальной собственности университета в экономику республики, макрорегиона, да, вот, и в бизнес. Да, то есть это называется коммерциализация интеллектуальной собственности, либо трансфер. Вот. И что касается будущего, вот, это довольно интересный вопрос. Через 100 лет это достаточно дальносрочный период. Да, вот мы через год не знаем, что происходит, и не можем спрогнозировать и сейчас, и лет через 100 вот, очень сложно предположить, что произойдет. Вот. Но, пожалуй, наверное, можем начать с медицины. Да? Вот мы с вами понимаем, что, в принципе, достижение возраста 80+, да, оно обусловлено ну, таким вот образом жизни, может быть, да, иммунитетом, правильным образом жизни, питанием, может быть, климатом, ну, экзогенными факторами внешними, да, вот воздействием на человека. А вот достижение возраста 90+, напрямую это генетика. Напрямую связано с генетикой, об этом опубликовано достаточно много научных работ, да, вот. И с чем это связано, до сих пор ученые бьются над удовлетворением этого вопроса, да, получается. И мы тоже стараемся как-то вот получить, сейчас мы скоро начнем сбор материалов, соответственно, да, сбор материалов для изучения пролиферативной активности. И если это так, если мы, ну, под нами, я имею в виду человечество, да, научимся как-то вот манипулировать теми генами, которые допустим, играют на это, ну, вот, играет роль, да, вот, в достижении этого возраста, то мы в разы можем увеличить срок продолжительности жизни человека. Да, вот. Резкий скачок, да, вот, скачок в пользу увеличения продолжительности жизни произошел, допустим, вот в начале 20-го столетия, с момента открытия антибиотика, например, пенициллина, да, вот научились бороться с инфекциями. Ранее-то вот пневмонии, допустим, да, люди умирали, а сейчас вот, ну, пневмония это как бы такая вот привычная болезнь, которая как бы быстро лечится, да, вот. Это все благодаря антибиотикам. Вот, вакцина, профилактика, да, вот когда вот все это дело тоже сформировалось, мы научились бороться с вирусами, да, вот медицина развивается, и примерно с 60-70 лет в начале 20 века мы достигли такого рубежа, да, вот 80+, почти 90 средняя продолжительность жизни, то через 100 лет, если мы научимся, сейчас перед нами вот такой вот вызов тогда, получается, встает, да, это понять те генетические механизмы, которые ограничивают достижение такой продолжительности жизни. Если мы это научимся, вызовы есть, да, научные коллективы сформированы по всему миру, да, и ученые проводят исследования, то можно будет уже и преодолеть 100-летний, 110, 120-летний рубеж запросто. Да. Вот, если это будет, то вот еще один значительный скачок будет. Вот. И через 100 лет, ну вот уже там в 150-летний возраст уже, и мне кажется, будет такой вот привычным делом. Да? Что касается вообще технологического развития, то сейчас уже вы, наверное, сами заметили, что очень активно развивается вообще ракетно-космическая деятельность практически во всех развитых странах. Да, вот.
во всех развитых странах космический туризм уже становится таким вот тоже достаточно привычным делом, и в разы спускается прайс, да, вот для космических туристов. И уже на серьезном уровне и на серьезных, в формате серьезных там государственных программ уже обсуждаются, допустим, уже колонизация Марса, например, да. Вот, если такие вещи сейчас уже происходят, да, то через 100 лет, хотя бы такой вот такой рабочий полигон, да, либо какая-то лаборатория, да, вот на Марсе уже постоянно действующая, мне кажется, уже будет, да. Конечно, там все полностью терраформировать, всю планету, это продолжительный процесс, но если там какие-то технологии придумают через 100 лет, да, то вполне возможно. Угу. Вот это, что в первую очередь приходит в голову, да, это прям космос, да, когда говорят про 100 лет, потому что мы все там исследователи, ученые, они выросли на вот этих вот космических фильмах, да, голливудских и так далее, поэтому это из подсознания выходит сразу космос. Спросите через 100 лет, это космос. Однозначно мы научимся выращивать органы, заменять органы, да, вот, и сейчас уже существуют такие технологии, да, вот, 3D-печати. Ну, я, конечно, скептически отношусь к 3D-печати, но я очень надеюсь, на самом деле, что через 100 лет это будет возможно, да. Почему я скептически отношусь? Потому что в любом случае вот такие разработки, если речь идет об имплантации, да, то мы не должны повторять за природой, мы должны просто стимулировать, да, и вот либо не повторять структуру, да, то, что уже создано природой, а может быть ей последовать, там, помочь там, самой природе там, вырастить, да, соответствующую ткань. Поэтому уже сейчас создание искусственных органов поделены на два направления. Первые, вот то, что я назвал, да, занимается искусственной, ну, вот печатью, да, 3D-печатью органов, используя там, допустим, суспензии клеток, да, либо взвеси клеток в специальной аэрогеле, да, гидрогеле, то есть и на, может быть, специальной матрице вот, печатаются органы, да, вот, в той соответствии, да, в той структуре, которая требуется. Либо есть второе направление, ну, наверное, к ним я отношусь, да, вот это те люди, которые не печатают орган, а ее выращивают, то есть повторяют за природой. Вот, как должно происходить с момента зачатия, да, вот, и оплодотворения, формирование там зародыша, да, унитозародышевых листков, да, вот складывание там первичных зачатков этих органов, да, тканей, и оттуда вот в специальных условиях, повторяющих там вот физико-химические, может быть, процессы внутри организменные, да, вот, создать условия для их полноценного, скажем так, взращивания, да, вот, роста в условиях биореакторов. Это возможно, это более такой вот более реальные технологии, которые в ближайшее время могут дать такие вот результаты прикладные. И через 100 лет это станет тоже привычным делом. Будет активно развиваться робототехника. Мы уже сейчас видим, да, что все в промышленности практически стремится к автоматизации, да, к роботизации. Вот, привычные бытовые вещи, да, вот роботизируются. Вот у нас, помните, наверное, да, вот у нас была технология Vidroid, робот-пылесос, уже первый продукт, который вышел на рынке, да, вот, и мы тоже сейчас не останавливаемся, пытаемся там тоже ввести в области энергетики, там, логистики и так далее, в разных направлениях, там, технологии роботизации, да, вот, и это будет расширяться, развиваться, и в конце концов половина, там, наверное, промышленности, где требуется работа человека, будет автоматизирована. Борьба за вот продовольственные потребности человека, да, то есть мы уже видим сейчас формирование некого дефицита, да, в чистой воде, например, да, вот, и мы видим, допустим, вот совершенно вот большое отличие, да, разницу в энергопотреблении производства, допустим, мяса, да, вот, и
вот, реальных затрат, допустим, на это. То есть и мы же понимаем, что сельское хозяйство сейчас в России, допустим, без участия государства просто, ну, практически невозможно. Да? Поэтому так или иначе вот с участием государства и все это дело происходит. И я думаю, через 100 лет, ну, наверное, научимся выращивать мясо, например, да, вот выращивать мясо, и больше будем переходить на такое вот, на правильное питание. Люди больше научатся как-то вот больше в рацион ну, добавлять, получается, вот эти вот источники питания из растительного сырья, ага, чем животного. Ну, то есть будет дефицит животных пищевых продуктов. Государства перестанут существовать просто. Границы сотрутся, да, и исчезнут регуляторы, и миром будут управлять корпорации, которые держат технологии, бизнес, экономику. Да. Сейчас это уже ощущается, потому что мы уже сейчас видим транснациональные, да, политики, транснациональные бренды, да, вот. Ну, к этому стремится глобализация, соответственно, да, вот. Ну, конечно, мир останется биполярным, но тем не менее, вот такой формат, мне кажется, будет, потому что уже теряется смысл в существовании там государственных регуляторов, вот. Из этого полностью поменяется суть экономики, да, вот. Капитализм, скажем, вот это будет, наверное, можно будет назвать рассветом, да, капитализма. Вот. Потому что мы же с вами понимаем, что такие вот социализм, да, вот и более сложные вещи, как коммунизм, должны быть построены после всех этих вещей, да, вот, и мы должны с вами пережить прям полностью, вся Земля, вся планета должна пережить вот такой формат жизни, когда вот вся наша жизнь управляется корпорациями крупными, да, деньгами. И вот тогда вот человек осознает, что в принципе все вещи, которые стихийно произошли, они стихийно уравнялись. Да? Вот тогда вот человечество поймет, что в принципе все равны и надо жить иначе. Что мы не сможем точно победить, так это инфекции. Потому что каждый раз вырабатывается вот новый иммунитет. И одного суперлекарства, которое побеждает любые инфекции, такого нет, не будет точно. И, соответственно, вот этот страх будет всегда преследовать нас, страх перед инфекциями. Всегда будет. Вот. И может быть через 100 лет там вот то, что вот у нас сейчас, да, какие-то ограничения происходят, да, в период пандемии, они будут еще жестче. Они будут еще жестче, и это превратится в привычные нам вещи. У людей будут законы, да, свои законы, которые они реально будут принимать. Будет царить демократия, да, вот, и все будет честно, но даже если так, всегда будут и богатые, и бедные, и супербогатые, и супербедные. Такова природа человека. Если мы говорим про капитализм и естественные процессы, то такой структуры человечества просто не избежать. Ага. Вот. И только потом, может быть, там появятся уже какие-то суперзаконы, суперрегуляторы, супер там, режимы, которые способствуют формированию более таких вот социалистических политик, убеждений на всей планете. Угу. Тогда уже, может быть, вот, все будут равны материально. Вот. Ну, такова природа не только человека, природа животных. Это естественный и природный процесс.